Наступает самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год. И у нас, как у всех, стал вопрос, что же прочитать на длинные новогодние каникулы? Ведь новогодние каникулы – это отличный способ прочитать и изучить то, на что не хватало времени все 12 месяцев. С вами рубрика «Про книги», и это новогодние рекомендации от библиотекарей. Так что же прочитать в длинные новогодние каникулы? Моя личная рекомендация – это книга Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения». Как черт с ангелом мир спасали. Быстро поднятый ангел не считается падшим. Ядреный коктейль из совместного творчества двух замечательных сказочников. Итак, перед нами ядерный сплав убойной космогонии двух замечательных фантастов. Ангел и демон сражаются не только в душе каждого уважающего себя грешника, но и ведут теологические беседы на страницах книги. Споры их очень интересно, а главное приятно читать, ибо возникает ощущение, что это дискутирует сам Пратчетт и Гейман. Время пришло. Финальная схватка между силами добра и зла. Или же это конец всего? Всем привет! Меня зовут Айталина Романова, и на эти новогодние каникулы я хочу посоветовать книгу «Зеленый свет» Мэтью МакКонахи. Я рекомендую книгу «Зеленый свет» Мэтью МакКонахи для всех людей, которые хотят найти какой-то свой жизненный ориентир, свой путь. И давайте послушаем, что сам автор говорит об этой книге. Я прожил 50 лет, 42 из которых пытался разгадать загадку жизни, а в течение последних 35 лет вел дневники, записывая в них подсказки к этой разгадке. Записи об успехах и неудачах, о радостях и горестях, о поразительном и о смешном. 35 лет я осмысливал, вспоминал, распознавал, собирал и записывал то, что меня восхищало или помогало мне на жизненном пути. Как быть честным, как избежать стресса, как радоваться жизни, как не обижать людей, как не обижаться самому, как быть хорошим, как добиваться желаемого, как обрести смысл жизни, как быть собой. Мэтью МакКонахи. Всем привет, меня зовут Ася, и сегодня я хочу порекомендовать вам книгу Туве Янсена «Все о мумитролях». Зимой мир становится другим, белым, неподвижным, холодным. Кругом сугробы и лед, а там, где росли яблоки, теперь растет снег. Только всего этого мумитролю знать не полагается, потому что с ноября по апрель все порядочные мумитроли спят и видят сны. Но так уж вышло, что этой зимой мумитроль проснулся и не смог обратно заснуть. Поначалу зимний мир показался ему чужим и даже каким-то неправильным. Но мумитроль увидел снег, познакомился с Туутики, которая поселилась в папиной купальне, повстречал ледяную даму, покатался с горки и даже побывал в самом сердце снежной бури. И вот удивительно, зимний мир оказался ничуть не хуже летнего. Мумитроль стал первым мумитролем, который прожил по-настоящему целый год. Хотя бы ради этого стоило проснуться посреди зимы. Всем привет, я Уикулана Григорьева, и сегодня для вас моя рекомендация мемуары дочери Альдо Гуччи, Патрисии Гуччи. Книжка называется «Во имя Гуччи». Здесь раскрыта вся тайна семейства Гуччи, история становления бренда, а также любовь между Альдо Гуччи и Бруникой, которая была младше Альдо Гуччи на 30 лет. Здесь очень-очень романтичные письма вы можете найти. С другой стороны открывается Альдо Гуччи, предательство, и даже 82 история о том, как он сел в тюрьму. И вообще очень увлекательная книга. Я еще раньше таких мемуаров не встречала, и поэтому моя большая рекомендация для вас — обязательно прочитать. Здесь больше не про моду, а очень много любви. Вы найдете здесь очень хорошие цитаты из этой книжки. И всем рекомендую. Сахан наротын кутын сирин туппут Сафрон Данилов атырбыт айымнетін сүрәх тәбәрін тухары нуйчалы тылбағын ағаргыдыгар сибелейбін. Ачытоого кеме тесирин учуталларын олого, оскола үләтә кабнаха, улаатан эрер оголор, ычат бәйе-бәйлегер сыһыннарын, сүрөгө долгутары таптал истин йейтен туһунан агыккытын сөп. Үләтегер берениләк жиңнәк учутал ден кемей, онна эппети булуккыт.
Новый год и Рождество заряжают нас по-детски чистыми эмоциями и радостным настроением. И отличным отдыхом в перерывах между праздничными хлопотами станет чтение книг. От всей души поздравляем всех наших читателей и горожан с наступающим Новым годом и Рождеством. Увидимся с вами в следующем году. Читайте книги, друзья!